Глава Коми поздравил Юлию Белорукову с получением второй бронзы на Олимпийских играх в Пхенчхане. Радостью от победы сосногорской лыжницы Сергей Гапликов поделился в Инстаграме. Результат нашей женской сборной в эстафете 4 на 5 он назвал блестящим. А в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном портале региона, губернатор поблагодарил тренерский состав. Цитата: «За возможность искренне переживать и радоваться выступлениям наших лыжниц». Поясним, на первый этап Маркус Крамер, это тренер нашей сборной, выпустил Наталью Непряеву с отрывом в 4 секунды. Она передала эстафету нашей лыжнице Юлии Белоруковой, которая в своем этапе пришла первой. Далее подхватили достигнутый уровень Анастасия Седова и Анна Нечаевская. Первый и второй этап девчонки шли классикой, третий и четвертый свободным стилем. Когда я бежала, я не хотела подвести свою команду, своих девчонок, которые сделали такой большой отрыв, запас. И спасибо большое. Нам? Да. Ну ладно. Да нет, спасибо вам. На каждом этапе все сработали хорошо, все сработали в свою силу. Поэтому такой результат. И очень хорошо работали лыжи, хорошее самочувствие. Тренер подсказывал по дистанции перед гонкой, сказал очень хорошие слова. Поэтому все это вылилось в такой результат. Активно за нашу сборную, в частности за Юлию, болели ее первые тренеры Александр и Галина Ветрова. По их словам, девушка пришла к ним в секцию в 9 лет и практически сразу стала выделяться своей настойчивостью и озорливостью. По здоровью была очень сильная, отличалась от других детей на самом деле. Резкая была, далеко прыгала, быстро бежала, это ее присутствовало, да. Поэтому мы за нее и зацепились, чтобы почувствовали, что она может что-то сделать. Как воспитывали волю в победе к ней? Ой, ее, наверное, и не надо было у нее воспитывать-то. Она всегда стремилась быть первой. По словам наставников, то, что норвежки и шведки вырвутся вперед, было понятно изначально. Нашей главной задачей стояло опередить финнок, что и оказалось сделано. Сама уроженка Коми, комментируя последнюю гонку РИА Новостям, также признала, что за первое место мы действительно пока не готовы биться, поэтому и обид никаких нет. По сравнению с другими командами, наша объективно моложе по возрасту, а текущий результат – это тренировки, проделанные во время лета, осени и зимы.